Раз вы оказались здесь, вы должны понимать ту значимость в защите, в первую очередь, малой и большой Родины. После торжественной церемонии и напутственных слов ребята сразу побежали на базы, ориентируясь на маршрутные листы. Команды из 10 человек сражаются за победу, проходя серию разнообразных сложных испытаний. Физическая выносливость, умение преодолевать трудности и ловкость участников проверяется на специальной полосе препятствий. Ребята справляются отлично. Один из участников соревнований, Магомед Добриев, с детства увлекается военной темой. После школы собирается служить. Считает, что игра – это еще один способ подготовиться к предстоящим армейским будням. Я собираюсь служить в ВДВ, и как раз-таки в данной игре здесь мы можем получить те навыки, которые нам недостают в гражданской сфере. Отличная физическая подготовка и военная тактика, знание военного дела. Военная эстафета как раз-таки мы можем показать свои физические навыки. В региональном этапе всероссийской спортивной игры «Зорница 2.0» борются 18 команд, отличившиеся на предыдущих состязаниях. Это лучшие из лучших. Здесь они показывают самые разные навыки. Среди них и оказание первой медицинской помощи. 10 секунд. Раз, два, три, 4, 5, 6. Строевая подготовка, основы радиохимической биологической защиты, общевойсковая грамотность – это лишь немногие разделы игры. Все они позволяют молодежи проявить свои лучшие качества и приблизиться к военной теме. Молодые ребята, им хочется и послужить, наверное, многим, и понять, что такое служба военная, познакомиться с уставом военной службы, оружием. Данные реалии в нашей жизни от нас это все требует. Зорница – это не просто соревнование, а увлекательный способ воспитания патриотизма, чувства ответственности и готовности к преодолению трудностей. В последнее время большое внимание уделяется патриотическому воспитанию. В том числе мы понимаем, что детям важно стимулировать их, формировать в них гражданскую идентичность, воспитывать их дух и патриотизма, и максимальное движение первое этим занимается. Воспитать достойное поколение граждан России – такова цель этой игры. И, судя по всему, она успешно достигается. Хадиджа Ивлоева, Билал Ахильгов, Магаз 24.